Члены экспедиции по следам предков отправились в окрестности аула Арич, о котором сообщил руководитель Матанадаранского архива. Арич – аул с населением в 1500 человек. С исторической точки зрения этот населенный пункт имеет большое значение. Здесь множество памятников, рассказывающих о славном прошлом наших предков. Даже в древнем названии аула для членов экспедиции есть ценные исторические сведения. 1140 года село назвали Кыпчак до 1947 года. Назвали Кыпчак. У нас есть документы, старые аттестаты, справки, печати, которыми все написаны село Кыпчак. А с 1947 года переименовали Арич. Это только официальное название населенного пункта. До сих пор местное население называет себя жителями аула Кыпчак. Казахов они считают своими соотечественниками и желают лишь укрепления отношений с родиной отцов. В здании администрации открыт уголок армянско-казахской дружбы. Этот уголок был образован 5 лет тому назад, в 2012 году. И когда послом казахской... Божидитов был послом Казахской республики в республике Армения. Это в честь дружбы между армянскими и казахскими народами. Монастырь Кыпчак-Аванг в ауле Арич был построен в XII веке. Самое интересное, что в архитектуре этого сооружения можно разглядеть наши национальные орнаменты. Это место, где мы сейчас находимся, раньше называлось Кыпчак-Аванск. Сейчас называется Аричи-Ванг. Это монастырь. Сюда приходили наши предки и поклонялись Богу. Тогда, то есть в XII веке, исламскую религию здесь еще не проповедовали, поклонялись лишь тенгри. Кыпчаки, прожившие здесь более 200 лет, приняли веру коренных жителей. Если присмотреться внимательнее, на стенах монастыря есть сведения о кыпчаках. Одно из последних датируется 1696 годом. Вообще окрестности Арича пестрят памятниками о кыпчакском прошлом. К примеру, в этом большом кургане захоронены наши предки. Об этом свидетельствуют надгробные памятники. Мы должны сказать спасибо армянскому народу. Они сохранили исторические памятники, места захоронения наших предков, реконструировали их. И для тех, кто хочет приехать из Казахстана, также дорога открыта. Надеюсь, после нас сюда еще приедут ученые-историки и продолжат исследования. Конечно, любой подобный труд будет способствовать обогащению нашей истории. Сейчас в нашем центре проводятся занятия по изучению казахского языка. Наш центр для меня как маленький Казахстан. И к сотрудничеству в области именно лингвистического анализа армяно-кыпчакской письменности, учитывая тот факт, что армянская графика лучше отображает фонетику тюркской речи, нежели латиница или кириллица или арабская графика или еврейская графика. Это общеизвестный научный факт. В году в декабре месяце мы в Национальной библиотеке Армении открыли Центр казахской литературы. Сейчас мы находимся здесь, в Центре казахской литературы.